Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Новые нацпроекты и меры поддержки участников СВО. Владимир Путин обозначил приоритетные цели и задачи страны в послании Федеральному собранию. Важно, чтобы все меры, которые мы принимаем в этой сфере, все инструменты, которые используем, были эффективными и действенными. Реконструкция музея Чеченской Республики идет полным ходом. Стройплощадку проинспектировал глава региона. Чем удивит новое культурное пространство? Безопаснее, качественнее, дешевле и лучше. Решение приняли. Праздничная атмосфера царит в эти дни в селении Кинхи. Там завершилась газификация. Рамазан Ахматович, хафазахуллаху ва раа, да сохранит его Аллах и поможет, уделяя большое внимание развитию этого района, в частности селения Кинхи. 3,5 года в колонии общего режима. Грозненский суд огласил приговор Никите Журавель, сжегшему Коран по указанию украинских спецслужб. Я прошу прощения у всех мусульман, что я своим поступком оскорбил их религиозные чувства. Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. Он напомнил собравшимся о ценности усердия в поклонении Всевышнему Аллаху. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا شاي دنيا شو شاي عملش أوزلش كان دون دوش قيمة دين الله دالا شاي عملش أوزلي حلق تخن عمل يشوشون برد خوش باتشون كان برد خوش تربوشون عمل يشخرياتشون الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت حيق دول شو استجملوا ألشا شاول ويزي خوش سو الله دال دوح الوقت شا ويزي خوشة كيش بينك إحيق دول شوشن أل بيمر صلى الله عليه وسلم غيل استجملوا ألشا الله دالم قنخي تنبير برشيخ بوخشة شيلو أغليلوشك إزغيل أوشن أل بيمر صلى الله عليه وسلم. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения прошла в четверг. Президент дал оценку положению дел в стране, обозначил основные направления внутренней и внешней политики. В качестве повестки были обозначены цели и задачи по развитию страны на ближайшие 6 лет. Подробнее в следующем сюжете. Одна из первых и основных тем в послании президента страны Федеральному собранию – специальная военная операция. Владимир Путин поблагодарил всех тех, кто борется за интересы России, ежедневно рискуя своей жизнью. Он отметил, что участникам СВО и их семьям окажут всю необходимую помощь и поддержку. Также президент почтил память погибших бойцов минутой молчания. Наши герои на передовой, в окопах, там, где труднее всего, знают, что с ними вся страна. Хочу отметить работу фонда «Защитники Отечества», усилия Комитета семей воинов Отечества, других общественных объединений. Прошу все органы власти и впредь делать все, чтобы поддержать семьи наших героев, родителей, жен, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой. И Россия всегда будет помнить своих павших героев. Объявляется минута молчания. Позже Владимир Путин рассказал о новейших системах вооружения, которые уже активно применяются в зоне специальной военной операции. В их числе гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Циркон», лазерные комплексы «Пересвет» и другие. Также президент страны отметил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» завершаются. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа. Так, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон».
о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю. В ходе выступления Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья». Президент страны отметил, что большая многодетная семья должна стать ориентиром всей государственной стратегии. Он подчеркнул, что в ближайшие 6 лет необходимо добиться устойчивого роста рождаемости. Так, те регионы, где рождаемость ниже среднего по стране, получат помощь в размере не менее 75 миллиардов рублей. Мы должны сделать особый акцент на снижение бедности прежде всего для многодетных семей. Понимаю, что в целом борьба с бедностью – это задача непростая, она носит абсолютно системный характер, многовекторный. Поэтому, повторю еще раз, важно, чтобы все меры, которые мы принимаем в этой сфере, все инструменты, которые используем, были эффективными и действенными, давали ощутимый, реальный результат для людей, для семей наших. Также Владимир Путин призвал уделить особое внимание сельским территориям и регионам, где продолжительность жизни ниже среднего по России. Для этого был предложен нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом. Кроме того, предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети. Президент страны объявил о запуске еще нескольких национальных проектов, в числе которых «Молодежь России», «Экономика данных» и проект «Кадры», который поможет в профессиональном развитии граждан. Также Владимир Путин сообщил, что утвердил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта. К 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий, базовых несырьевых отраслей экономики, и добавлю все учреждения социальной сферы, необходимо охватить проектами по повышению производительности труда. Это общая, огромная, но очень важная работа. Кроме того, по увеличению эффективности, перевооружения производств должны быть нацелены, на это должны быть нацелены передовые инженерные школы, которые создаются на базе вузов. Следующая тема выступления – получение высшего образования участниками СВО. Владимир Путин сообщил, что ветераны и участники боевых действий на Украине смогут поступить в вузы в приоритетном порядке. Президент страны отмечает, что участники СВО должны стать элитой общества и занять ведущие позиции в системе образования, бизнеса и госуправления. Такие подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромные и сдержанные. Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить России. Завершая свое послание, российский лидер поблагодарил всех граждан страны, а также бойцов, которые мужественно и самоотверженно сражаются на передовой. Диана Хармаш, Аслан Вискаев, «Неделя». Всех вас, уважаемые коллеги. На прошлой неделе в ходе рабочей поездки в Москву Рамзан Хаджи Кадыров провел ряд важных встреч. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале. После встречи с Владимиром Путиным лидера субъекта принимал руководитель администрации президента России Антон Вайна. Говорили о текущей ситуации в республике и вопросах, требующих вмешательства федерального центра. Далее состоялось общение с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Позже о достижениях республики в сфере безопасности, агропромышленного комплекса и в зоне СВО глава региона говорил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым и министром промышленности Денисом Мантуровым. Глава региона проверил, как идет реконструкция музея Чеченской Республики. Он посетил стройплощадку с инспекцией, где вице-премьер Айшат Кадырова рассказала о деталях этого грандиозного проекта. Подробно расскажет Хава Айдамирова. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики Айшат Кадырова рассказывает Рамзану Хаджи Кадырову о ходе строительных работ Музея Чеченской Республики. Большая реконструкция изменит облик здания полностью. Это демонтажный полный белшпин был подвальный уже залитый на полный хилмаезер гидроизоляции пьяншего бюлуш половета уже. Массу проверки безопаснее, качественнее, дешевле и лучше. Года обязан и убор решение приятный обязан будет. Во-первых,
ремонтить, открытие чуть-чуть, подвальные помещения, чтобы затапливать вода. Специалисты завершили снос старых конструкций и уже приступили к бетонным работам. На первом этаже разместятся кафе, библиотека и пространство для работы, а на втором и третьем этажах выставочные залы. Кроме того, на прилегающей территории будет создана парковая зона. Вела истердастон, якордон, его задачон, качественно, он картин шайбаландон, дацелин, дух халк лацабавой, ричардон, и дух флаг, шмосу штас чардон, Ранее музей подвергался масштабной реконструкции. Изменения коснулись и выставочных залов. Однако вскоре было решено провести капитальный ремонт объекта, расширив пространство. В итоге заявить материал цены вот на 3000 увеличения самих площадей будет, что позволит Шаран Лерча на 100 тысяч человек больше принять посетителей. И экспонат, который у нас есть, еще на 160 тысяч больше экспонатов расположить в этом здании. Как раз хочет объявить год истории архитектурного наследия, культурно-исторического наследия чеченского народа. Как раз Здесь Рамзан Хаджи Кадыров ознакомился с деятельностью Союза писателей Чеченской Республики. Председатель организации Аламахад Ельсаев рассказал, что писатели скоро завершат работу над историческим романом о Байсангуре Биноевском. Также ведется работа над поэмой о великом религиозном деятеле шейхе Кунта Хаджи Кишиеве, его последователях, прапрадеде главы региона Ильясе Биноевском и первом президенте Чеченской Республики, герое России Ахмате Хаджи Кадырове. Кроме того, писатели составляют толковый словарь чеченского языка. Членам Союза писателей выплатят такую же денежную премию, как и учителям чеченского языка. С такой инициативой выступила Айшат Кадырова в ходе инспекции. Глава региона призвал усилить работу и выполнить ее качественно. Хава Айдемирова и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. В минувшую среду в селении Кенхи Шаройского района торжественно открыли газопровод. Доступ к голубому топливу получили более 1000 жителей, которые ранее были вынуждены топить печи дровами и углем. По этому случаю в Высокогорье съехалось множество гостей. Сюжет Халимат Шахидовой. В честь такого события в Кенхи съехалось множество гостей. В их числе председатель Совета алимов Республик СКФО Хож Ахмед Хаджи Кадыров. Шаройский район. В этом районе самое густонаселенное селение, поселок, это Кенхи. И Рамазан Ахматович, хафазахуллах вараа, да сохранит его Аллах и поможет, уделяет большое внимание развитию этого района, в частности селения Кенхи. Вот эти внимания все благодаря тому, что префект вашего района Рамзан и глава вашего селения Хамзат Хаджи, сын Мухаммад Хаджи, сумели наладить человеческие взаимоотношения и с властью, и с властдержащими. Я надеюсь, что и в будущем мы будем иметь много-много раз возможности увидеть, узнать и услышать все хорошее, что творится в вашем селении и в вашем Шаройском районе. В
Кинхи газифицировали за рекордно короткий срок. Строительство газопровода велось в течение 2 месяцев. Благодарные жители села приготовили особый подарок для старшего сына главы региона, министра по делам молодежи Ахмата Кадырова. Из-за особенностей рельефа и климата многие работы велись вручную. Протяженность линии составила 9 километров. В общей сложности к ней подключили 226 домов. Алхамдулиллах, сегодня у нас радостный день. Поручение главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича по газификации высокогорного, труднодоступного селения Кенхи Шаройского района завершено и выполнено. В ходе реализации этого объекта построен межпоселковый газопровод, внутрипоселковый газопровод. С сегодняшнего дня все жители селения Кенхи в тепле и в каждом доме есть газ. Этим я вас всех поздравляю. Дом Бекисат Ахметова один из первых подключили к голубому топливу. Раньше ей приходилось топить печь дровами и углем, теперь эти неудобства в прошлом. После церемонии открытия местные жители накрыли стол с угощениями, а строители наградили грамотами и денежными премиями. Халимат Шахидова, Ибрагим Батаев. Неделя. 145 членов Союза писателей получили денежные премии по 100 тысяч рублей и 4 автомобиля на нужды организации. Такой подарок им сделал региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С инициативой наградить представителей творческой интеллигенции ранее выступила вице-премьер Айшат Кадырова, которую поддержал глава региона. Торжественная церемония прошла в Национальной библиотеке в среду. В мероприятии приняли участие руководитель администрации главы и правительства Галас Таймасханов, помощник главы региона, министр по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, министр образования и науки Хошбау Дидаев и министр культуры Муса Дадаев. В ходе мероприятия также наградили авторов, внесших особый вклад в литературу. Председатель Союза писателей Аламахат Ильсаев в свою очередь передал медаль к 90-летию Абузара Айдамирова для главы региона. تلنرق إذا صونا علامة دق صوت خيط دق صوت إدأدو إذا يزي يقول بالشحن دين تغنيان ساقات شلتة بين بولش بلغ مخد وردو. Также в Национальной библиотеке отметили 65-летие чеченской поэтессы Бани Байтукаевой. Представители творческой и научной интеллигенции делились воспоминаниями об авторе. На выставке представили книги писательницы, а также материалы о ее жизненном и творческом пути. В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации подвели итоги проекта «Лицо кавказской национальности». Он направлен на популяризацию традиционных культурно-нравственных ценностей жителей Северного Кавказа. В ходе встречи директор Института социально-креативного развития «Актива» Дарья Зинковская вручила благодарственные письма сотрудникам ведомств, задействованных в реализации проекта. Рады вас приветствовать в Грозном. Спасибо вам за вашу деятельность, за ваши проекты, направленные на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений. Такие проекты, они имеют для нас огромное значение, хотя бы в контексте сегодняшних тенденций во всем мире. Мы можем наблюдать, что Россия, она стала оплотом традиций, обычаев, религиозных ценностей.
и в частности в Чеченской Республике. Этим направлением уделяется большое внимание главой республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Отдельная благодарность прозвучала в адрес помощника главы региона, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Также в Миннацинформ прошла встреча сотрудников ведомства с руководством и активистами регионального отделения общероссийской организации «Ассамблея народов России», а также региональных национально-культурных объединений. Обсуждались достижения и положительные практики реализации государственной национальной политики в регионе. Уже десятилетиями в нашей республике не отмечено ни одного случая конфликтной ситуации на религиозной или национальной почве. Мы с вами очень эффективно и активно реализовываем слова главы нашей республики, которые повторяют, что всем народам, нациям, этническим группам в Чеченской Республике должно быть одинаково комфортно. В Грозном суд Висаитовского района приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Никиту Журавеля. Он обвинялся в оскорблении чувств верующих и хулиганстве из-за религиозной ненависти. В мае прошлого года осужденный поджег Коран у соборной мечети Волгограда и, сняв это на видео, выложил в сеть. Позже молодой человек признался силовикам, что сделал это по указанию украинских спецслужб, которые обещали ему за это 10 тысяч рублей. Как вы считаете, заслужили вы такой приговор? Ну, я думаю, наверное, да. Наверное. Как в колонии? На камеру ты сам раскаялся? Да, да. Конечно, мне не стоило этого делать. И раз уж подвернулся такой случай, то, наверное, стоит еще раз принести свои извинения. Я прошу прощения у всех мусульман, что я своим поступком оскорбил их религиозные чувства. В Грозном состоялась встреча представителей администрации главы и правительства Чеченской Республики и избирательной комиссии региона с членами профсоюзных организаций. Они обсудили важность участия в выборах президента России и подготовку к проведению голосования. ويدينن ويدوزل أولي دق طبعا أسخبر تسدي شون شهور وشو سؤال حي أو دول شو أخ خوز تعديل قلم صواح أر شهور سؤال حي أو دول شو قيتم بول شو أخ هور ما يبزات الأسباب ديش ذات هور ما إشي دي قرخي ناقد عربي. Подготовка к предстоящим выборам в республике идет активными темпами. Проводятся обучающие семинары, размещаются анонсы в социальных сетях, публикуются информационные материалы. Также проводятся другие мероприятия в соответствии с календарным планом Центр избиркома России. Сегодня мы встретились с представителями профсоюзных организаций, действующих на территории Чеченской Республики, призвали их всех участвовать в выборах. Мы знаем, что у них очень много членов профсоюза на территории Чеченской Республики. Это где-то превышает более 100 тысяч членов профсоюзных организаций. И мы всех их призвали для принятия участия в выборах. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.